25 сентябрь көнне район үзәгендәге Дон монументы балалар һәм хәрби кораллар тавышына гөрләп торды. Бары тик бер көнгә Самара өлкәсеннән Бөек Ватан сугышы чорының хәрби кораллары техникасы урын алган күчмә күргәзмә килеп, Илеш халкында зур тәэсир калдырды. Күргәзмә хәрби патриотик акция рамкаларында Башкортстан Республикасының 100 еллыгы уңаеннан һәм бөек җиңүнең 75 ел тулуын каршылап, Берег мәдәният һәм спорт үсешенә ярдәм итү төбәк-ара иҗтимагый оешмасының Идел буе филиалы җитәкчесе Алексей Путылин, Русия Федерациясе Дәүләт Думасының оборона комитеты рәисе Владимир Шаманов һәм Русия Федерациясе Дәүләт Думасының дәүләт төзелеше һәм закон чыгару комитеты рәисе урынбасары Рафаэль Мәрдәншин булышлыгы белән оештырылды. Приехали с Самарской области, село Борское. Село примерно такого же населения, как и Яркеево. В Ильичском районе 27, у нас примерно 26 тысяч населения. Это мой личный музей, который собираю больше 10 лет. 10 лет назад, побывав на Курской дуге, работал там. Загорелся, что есть возможность, думаю, надо собирать свой музей, рассказывать. Почему-то это все приходит с годами, знаете, после 40 это все пришло, и думаешь, блин, ну надо, если мы не будем, в школе это не нужно было, знаете, какие-то мы были тоже хулиганчики, бегали, что-то все. И вот 10 лет собираю музей свой, решил, работал у вас как в прошлом году в Нефтекамске, понравилось, пообщался здесь в Андреевке с директором школы, посмотрел, какие они энтузиасты у вас, какой они там красивый музей собрали в районе Андреевки, я просто деревню не помню как название, вот. И все, я говорю, давайте я привезу вам музей. Мы с прошлого года начали возить. Мы в прошлом году проехали у вас, были в Колтасинском районе, в Краснокамском районе были, в Камбарке в Удмуртии. В этом году мы на Курской дуге были, в Оренбурге были с музеем. Везде у детей, у взрослых восторг передается неописуемый. Популяризация Великой Отечественной войны в том плане, что кто явился победителем наконец 45 года. Какой ценой нам это досталось? Историю мы же видим, что все пытаются переписать, что англосаксы, оказывается, выиграли войну в 1945 году, когда они открыли второй фронт в 1944 году. Хвалиться то, что они нам дали ленд-лиз, но это всего 7% от того, что было поставлено собственными заводами. 93% мы сделали собственноручно. Если в Самару перевозили заводы, эвакуировали за 3 месяца выпускать самолеты начали. О чем говорить? Я был у вас в прошлом году, памятника я не видел. А вчера пришел, у вас увидел памятник. Этот памятник символизирует то, что происходило, что у войны, говорит, не женское лицо, да? Но женщины наверное с мужиками воевали. А кто в тылах оставался? Дети, да женщины. Я говорю, вот этот памятник меня аж тронул, правда, говорю. Дети были, все семьи большие, раньше это было модно, это сейчас не модно, там один ребенок. Я всегда говорю, как увижу радугу, в детстве, мы все из Советского Союза, радуга это наш символ мира и все одно. Сейчас это герб не пойми кого, нечто. Поэтому для того, чтобы популяризировать вот этих вот героев, которых погибло на вашей только земле 6410 человек с одного района, это полрайона. Ушло и не вернулось. У вас герой Гиреев, дважды Муса, Абдулин, артиллерист. Если мы будем забывать, конечно, как только мы забудем историю, нам как? У нас слишком огромная страна, нам не дает покой. Поэтому есть возможности, есть цель, и этой цели мы будем добиваться потихонечку. Вот мы выбрали 5 дней, 6 городов, 5 дней. Закончим мы в Уфе, в Уфимском районе, в Затоне. Там будет у вас всероссийский турнир по смешанным единоборствам. В Затоне нас ждут 28 числа, и потом мы обратно в Самару уже работать будем. То есть свое личное время, я, грубо говоря, отпускные свои трачу так, чтобы уехать. Притом это перевозить надо на трале, это не перевозится своим ходом, это ездит только здесь, потому что мы берегаем ресурсы этих машин. Эта пушка оригинальная, мы участвуем на всех парадах под звучкой салюта. И никому не секрет, что на Поклон-горе под звучкой салюта идет из орудий ЗИС-3. Это первые салютные орудия, которые даны были за взятие Белгорода и Орла. Из этих орудий тоже. Это орудие прошло Курскую дугу, на нем есть ранения, видно пулевое отверстие, пуля осталась, есть осколочные ранения, она прошла Курскую дугу и закончила в Ленинграде. Г-67 это 43 года, 27 сентября он был выпущен 43 года.
Надежная, хорошая машина, мне нравится. А мотоцикл R75 BMW, мы его привезли для того, чтобы показать, что на начало войны немцы инженерно-техническую мысль воплотили в этих мотоциклах. Это совершенство на то времени было. И R75 это прадеды всех наших мотоциклов. Уралов, Днепров, М72. Это и есть вот этот мотоцикл BMW. Потому что после репарации, после окончания войны мы заводы вывозили, и мы начали выпускать свои мотоциклы. В том числе и завод имени Сталина выпускал их, Уралы, Днепры с приводом на люльку. Вот. А оружие и все остальное показать, знаете, чтобы мы не слышали, не видели, конечно, войну, но мы хотели показать звук войны, как это громко. Один выстрел, ощутить ухом, что это было 4 года. Пусть все видят и знают, что это очень громко, это страшно, что запах у войны ужасающий. Это разруха, горе и беда. И такой запах там передаю. Я вот общаюсь с женщинами на Курской дуге, каждый год ездил на юбилей Курской дуги. Мы с ними общаемся. Она говорит, не дай бог никому увидеть, учуять этот запах войны, когда в первые дни 5 июля 43 года 25 тысяч трупов лежит на 30-градусной жаре. А поле боя не перешло ни к тем, ни к другим. Трупы никто не закапывает. Вы можете представить, что это запах трупа человека и трупа животных совсем разных. И она, было ей тогда 13 лет, она мне такой там рассказывала. Она до глубины души забирает. Я говорю, блин, честно сказать, я говорю, после этого, я говорю, я обязательно буду рассказывать. Мы были глубоким тылом, но именно ребята, призванные из Башкирии в Дему, я собрался, 112-я дивизия ушла на фронт. Именно из-за Урала ребята отстояли Москву в 41 году. Я знаю женщину одну, Саши. У нее папа ушел в 41-м добровольцем в Подмосковье защищать Москву. И мама, говорит, у нас сцепилась ему в ногу, у нас 5 детей. Она куда ты, Юра, ты пошел? За этого Сталина. А они были раскулачены, репрессированы и высланы сюда. Он говорит, нет, не за Сталина, мне что ждать, когда немцы придут сюда? И он ушел добровольцем и погиб в Подмосковье. Это говорит о том, что даже обиженные на власть, но Родина одна, ее не выбирают. Сейчас мы тоже должны как никогда быть сплоченными и знать, что плечо к плечом стояли казахи, узбеки, русские, башкиры, татары. То есть у нас нет границ. Я до сих пор Советский Союз считаю своей родиной, потому что я родился в СССР, не давал образование СССР. И такое образование, как СССР, я думаю, и не надо было менять. Это классно, это пионерия, это все правильно. А мы сейчас запрещаем детям работать, вот, не дай бог, там что-то слово учителя. У нас учителя скалку брали и скалкой гоняли. И никто за это ничего не говорил, потому что мы были отданы учителю. Учитель нас вкладывал в душу и ставил на путь. Сейчас также вот много учителей приехало. Я сочувствую, потому что это адский труд, это тяжело. Но мне с ними нравится общаться, понимаете, детская энергетика, ты у них подпитываешься этим. Смотришь их, загар глаз, горят глаза, вниз смотри. Орудие, например, о себе впечатление всегда оставляет такое, что они помнят ее годами, говорят, а когда еще раз приедете, а когда еще раз приедете. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән Бөек Ватан сугышы чорындагы хәрби техника, корал, кирәк-яраклар, корал үрнәкләрен малайлар да, кызлар да, хәтта өлкәннәр дә зур кызыксыну белән карады. Чөнки күргәзмәдәге һәрбер коралны тотып карарга, техникаларына утырырга мөмкинлек тудырылды. Алексей Путилин һәр экспонат белән якыннан таныштырып кына калмады. Бөек Ватан сугышының тарих битләренә байкау ясады. Сугыш коралларынан залплар бирде. Оружие ТТ. У них один калибр, один патрон, что у пистолета ТТ, что у пистолет-пулемета Судаева. И тот же самый патрон у ТТ. У револьвера системы Наган тот же самый патрон. Но убой у него очень сильный. Убой, он до сих пор пробивает бронежилеты второй категории насквозь. 18-сантиметровую доску он пробивает насквозь. Вот этот пистолет. Я буду потихоньку заряжать. Пистолет ТТ. Если помните, на фотографии есть фотография комбат, когда он поднимает роту в атаку, запечатлен Алексей Гордеевич Еременко. Фотография не постановочная, она является легендарной фотографией, называется она «Комбат». Можете в интернете везде найти. Вот. Эта фотография была не постановочной. Человек, который на ней был изображен, вот Алексей Гордеевич, он погиб ровно через 20 секунд после этой фотографии.
И, между прочим, он символизирует как раз тоже, как у него в руках пистолет ТТ командирский. Пистолет ТТ звучал примерно одинаково. Отходим маленечко назад, метра на 3. Ребята, на данном... Здесь у нас ДП-27, пулемет образца 33-го года. Сняли его с вооружения в 47 году. На 47 патрон, 2 человека расчет. Весит он почти 12 килограмм, тяжелый. У него нет одиночного ведения огня, он стрелял автоматически. И скорострельность бешеная, но на 3 километра у него убой. Поэтому это в ранних, когда пехота выходила, это отсекало пехоту этим оружием. Поэтому маленечко дальше отойти, тогда не будет так по ушам. Она все пройдет. Я представляете, сколько я стреляю? Я, знаете, вот этим вот выстрелом я вам хотел показать и рассказать, какая суровая война, и как это громко, и как это ужасно, и не дай бог нам когда-либо на себе узнать, что такое война. Это звук и эхо той страшной, очень страшный, потому что мы потеряли своих соотечественников больше 32 миллионов. Представьте, какой генофонд был убит, репрессий. Больше половины из них мирное население, в том числе и дети. Немцы же не глумились, они ребятишек от 6 до 12 лет использовали как доноры, они брали у них кровь на переливание своим солдатам. То есть это ужасно. И война, я считаю, как пишут в книгах, запах и ужас, звук войны не передать. Но мы покажем сейчас. Это немецкий автомат. Нет, это пулемет Дегтярева, это пулемет наш, отечественный. Это пулемет, Пистолеты, пулеметы, есть предохранитель. Работал он 2 пальцами. Один палец нажимал, предохранитель снимал, а второй снимал спусковой крючок. Потом соберем, потом. Куда? Значит, потом соберем, не бойтесь, все соберете, ничего у вас тут не останется. Это пистолет-пулемет Судаева. Его делали в Лагарном Ленинграде, город Ижоры. Его делали дети, 10-11, вы принимали участие, собирали его дети, это штамп. 10-11 лет, представляете, ребятишки вашего возраста принимали участие в сборке этого пистолета-пулемета в Лагарном Ленинграде, когда не было пушек, когда был голод. И они умудрились сделать почти 40 000 штук для обороны Ленинграда. Пистолет здесь, рожок здесь на 30 патрон, дальность до 500 метров, признан лучшим пистолетом, стоял на вооружении до 1985 года. У него тоже нет одиночного, но, знаете, за счет длины запора он не скорострелен, он скорострелен такой, как у немецкого МП-38. Стреляет громко, прижмите ушки, если нет. Я знаю этот громко. Это знаменитая трехлинейка. Почему ее назвали трехлинейка? Раньше размеры были линиями мерили. Одна линия 2,54 мм. То есть это 3 линии. 7,62, 54. Это винтовка Мосина. Ее называли Мосинка. У нас вообще дедушки любили оружие называть женскими именами. Это, например, у НАТО они называют там какими-то страшными названиями. А у нас всегда или Катюша, или там... Вот пушка, у нее название Зося. Катюша у нас Град. Представляете? А вот СВТ есть у нас, ее Света называли, винтовку, мы сейчас до нее тоже дойдем. И вот трехлинейка образца 1891 года. Как можно было победить такого человека, который придумал, заместо, чтобы не таскать с собой вилы? Он взял штык-нож, сделал вилами, чтобы сено дать лошади, потому что огромное количество гужевого повоза было, и лошади надо было давать сено. А в атаку пойдешь, уже не промахнешься. Один удар, 4 дырки сразу. Представляете, как классно? У него 5 всего, 5 патрон, скорострельность маленькая. Громко стреляет? Это нет. Не очень громко. Я здесь стою.
Вот это оружие снайперов. В основном снайперов очень много. Я скажу, знаете, отойдем, ребята, маленечко. Говорят, у войны не женское лицо, но девушки и женщины воевали наравне с мужчинами. И одна только Павлюченко, что стоила снайпер Павлюченко, из-за такого оружия убив там больше 400 немцев. Это карабин АВТ, автоматическая винтовка Токарева. Немцы часто ее путали с пулеметом Максима, потому что она стреляла одинаково, как пулемет Максима, очередями. Но после 43-го года, так как запретили стрелять очередями, не выдерживала коробка ствольная, переделали ее в СВТ. Ее назвали наши дедушки Света. А из-за чего Света? Потому что она очень, знаете, как она, капризна к засорам. Малейший песок, грязь, она переставала работать, поэтому она требовала за собой ухода и уважения к ней. Поэтому это оружие тоже снайперов. Дальность полета пули до 3 километров, но на прямой до 1000-1200 немцев снайпер хорошо мог снять. Привет, вот в автоматическом режиме примерно она вот так работает. Через курок пропущен. Это 41. Ружье противотанковое. Оно было самое быстрое оружие, которое было введено в эксплуатацию в 1941 году, так как у немцев было огромное количество легкой бронированной техники, не было у нас для борьбы с ними оружия. И Дегтярев придумал, у нас был ПТРС, это Судаева и ПТРД Дегтярева. Однозарядное ружье. До сих пор калибр используется в БТРах на КВТ. Поэтому это оружие найдено на Курской дуге. Мы его маленько почистили, восстановили, как получилось. С расчетом было 2 человека, они погибли. Погибли в первую минуту 5 июля, где-то в 7 часов утра, их накрыло мин. Ружье пробивало, было 3 патрона зажигательные, бронированные пробивали. Ну а на расстоянии 200 метров танку тяжелому мог попасть, если он попадал в гусеницу, то останавливал. Но в основном били в заднюю часть танка, так как немцы были на бензине, их легко было поджигать, если попадаешь в заднюю часть бензобака. Немцы горели. Но больше всего немцы боялись коктейля Молотова, потому что если ПТРД выводил на некоторое время, то зажигательная смесь коктейль Молотова выводила танк навсегда из строя вместе с экипажами. Притом иногда было зачастую. Если солдат неправильно прикладывал к плечу приклад, и при выстреле плечо ломало. Представляете, какая отдача у этого сильного ружья. Поэтому до сих пор это на Донбассе, ребята, если вы там, я читаю, используют на Донбассе против БТР. То есть он броню 7,5 миллиметров пробивает свободно. Это вот ПТРД 41. У нас же любят сейчас историю переписывать, да, что победу одержала Америка, Англия. Мы прекрасно знаем, что Второй фронт был открыт в 1944 году. Американцы и англичане ждали, когда мы расправимся с немцами на своей территории. Перешли мы их границу. Как говорят, у русских всегда появляются союзники, когда мы переходим границу своего государства. И вот в 1944 году открыт был Второй фронт. Англия с Америкой начали помогать нам со стороны проливов. Но до этого они нам начали поставлять лингвист. Это оружие лингвиза, это американское оружие. Пистолет-пулемет Томпсона. У него свой калибр 10 мм, но у нас под этот патрон заводов не было. Поэтому он долго не прижился, огромная скорострельность, боится засоров. Но мафия у них в Нью-Йорке бегала, разбиралась со своими конкурентами хорошо. Поэтому пистолет-пулемет Томпсона не прижился в наших войсках. Но 7% того, что они нам поставили по лингвизу, конечно, прижилось. Это ГАЗ-67, например, этот прототип Виллиса, которые заводы были привезены нам еще в 30-х годах. ГАЗ-АА полуторка, это тоже Форд, это тоже американцы. Поэтому мы покупали по лицензии и изготавливали также пулеметы Максима. Мы тоже брали лицензию у англичан, и тульские заводы изготавливали пулеметы Максима. Вот этот карабин СКС. Они сейчас стоят на вооружении. Кремлевские войска, если кто-то когда-то будет в Москве у Вечного огня, у
парке у Кремлевской стены у Вечного огня, то вы увидите солдат, курсантский солдат с этим оружием. Это СКС сюда из Симонова, карабин Симонова. Он стоит до сих пор на вооружении, пятизарядный. Я стрелять в него не буду, у меня нет сегодня на него расходника. Немецкая граната колотушка, помните, тоже братва. Бывает срабатывает 50 на 50. Ее 50 на 50 прозвали вообще еще во время войны. За счет длинного фитиля наши солдаты успевали часть гранат кинуть обратно немцам. 50 на 50. То есть 50% долетало, и 50% возвращалось немцам обратно в окоп за счет того, что фитиль не успел взорваться, и наши успевали ее закинуть. Мы ее прозвали колотушку. За счет длинной ручки она кидалась очень далеко. Вот. Это вот макет гранаты немецкой противотанковой. Это кинжал СС, 39-й год. Это боевой кинжал, он острый, поэтому я Витюшку просил просьбу его даже из ножен не вытаскивать, хотя здесь хорошо видно клеймы 39-го года и цифры набитые СС здесь. Это кинжал боевой, достался одному дедушке, он его отобрал во время боя и до сих пор сохранился, мы его просто подарили, передали в музей. Мы же знаем прекрасно, что немцы в 1941 году в ноябре хотели провести парад на Красной площади. У них 45 компаний работало для того, чтобы изготовить оружие, парадное оружие, кортики и офицерская шашка для того, чтобы пройти на параде с красивой эмблемой, символикой. Но мы знаем, что им это удалось только в 1944-м в виде пленных. Они прошли по всей Москве с опущенными головами. И я смотрю документальную хронику, когда наши, знаете как, ну все равно мы скажем, мы никогда не станем варварами, как они. И наши сердечные люди идут, дают им покушать, там передают какие-то вещи. У меня эта хроника, я тоже, дети приходят, когда в урок в музей, я им обязательно эту хронику показываю, что немцам удалось пройти параду, ну, парадом пленных в Москве в 1944 году. Фуражки здесь оригинальные, фуражки все. Это СС «Мертвая голова», это красноармейцев их сухопутный хвост. Каска 39-й год, это на начало войны, это Великой Отечественной, Второй мировой, это каска оригинал. Фуражка, это Министерство обороны, ну, помните, может быть, по фильмам, когда смотрели, потом эта фуражка плавно перешла для председателей колхоза. А можно получать пули? Ребят, давайте маленько отойдем. Просто весь звук пойдет туда. Да, минутку внимания, ребят. Он стреляет громко, так же, как и с АВТ. Это почему я говорил, немцы путали постоянно карабин с пулеметом. Поднимай. Второй нагаши. Давай. Внимание! Минуточку внимания! Выстрел! Выстрел! Выстрел!
Районның яшьләр сәясәте, физик культура, спорт һәм туризм комитеты рәисе Иршат Фасиев илешләргә үзенчәлекле күргәзмә алып килеп таныштырганы, үсеп килүче яшь буында бөек җиңүнең ничек авыр бирелгәнлеген җиткергәне, патриотизм хиссе тәрбияләгәне өчен Берег муниципаль берәмлегенең Идел буе филиалы җитәкчесе Алексей Путылинга район хакимиятенең рәхмәт хатын һәм истәлекле бүләген тапшырды. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын билгеләргә җыенабыз. Әлеге сугышта районыбыздан 6841 кеше яу кырларында туган ил азатлыгы өчен гомерләрен бирде. 3379 гына җиңү көнен күрү бәхетенә иреште. Бүген районда нибары 21 сугыш ветераны безнең арада. Хәрби әйберләрне, кораллар тавышларын бары тик күргәзмәләрдә, фильмнарда гына күрергә һәм ишетергә язсын. Атасы таңнарыбыз һәрчак аяз, тыныч, кояшлы, әйләнә-тирәбез матур торсын. Җиребез тыныч булсын. Айгөл Муллаянова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.